19 медицинских пунктов в Олимпийской деревне держат на пульсе здоровье атлетов круглые сутки. Всего в местах проживания спортсменов работает 35 точек и около 500 докторов. На всех соревновательных площадках люди в белых халатах внимательно следят за состоянием здоровья каждого спортсмена. А в случае переломов или подозрений на серьезные травмы карета скорой помощи незамедлительно везет спортсменов в Национальный центр медицины. Всех травмированных спортсменов везут именно сюда, в педиатрическое отделение Национального центра медицины. Врачи готовы оказать помощь любой сложности. Круглосуточно здесь дежурят хирурги, травматологи, нейрохирурги. В настоящее время, вот по сегодняшний день, было 64 обращения. Это участников и участников культурной программы. У 4 детей были переломы, 2 из них оперированы. Уже вчера поступила спортсменка из Туркмении с переломом локтевой кости. Проведен остеосинтез оперативно. Состояние их средней степени тяжести. Скоро они идут на выписку. Основной состав медперсонала в местах проживания и соревновательных объектах – это спортивные врачи, хирурги и травматологи из Якутска. И, конечно же, на помощь столичным врачам приехали работники районных больниц из Намского, Амгинского, Чарапчинского, Мегино-Кангаласского улусов. 6-е игры. Поэтому у нас есть определенный опыт проведения таких, надеюсь, что громко не сказать. И, это врачи Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины и плюс Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. Это те люди, которые постоянно на крупных мероприятиях, на всех спортивных мероприятия, которые проводит наша республика. С весны началось активное повышение квалификации медиков, проводились семинары и тренинги. Особое внимание уделялось медицине катастроф и борьбе с распространением инфекции. Дополнительно обучали младший медицинский персонал экстренным методикам оказания первичной помощи на спортивных объектах. Розалия Борисова, Семен Афанасьев, Дети Азии, Якутск. К игре против китайской сборной команда из Сибири подошла, имея на своем счету 4 победы из 5 возможных. И сегодняшний матч должен показать, станут ли они безоговорочными чемпионками соревнований. Причем сибирячек устраивает даже не победа в матче, а 2 выигранных сета. Но и китайские волейболистки не планировали просто так отдавать победу. Свидетельство этому напряженный первый сет. Он завершился с разрывом всего в 2 очка. 25-23 в пользу СФО. Во втором сете преимущество окончательно перешло на сторону сибирячек. Взяв большой отрыв по очкам в начале, они завершили партию с почти разгромным счетом 25-14. Вооруженные наставлениями тренера, китаянки выходят на третий сет и кардинально меняют направление игры. Волейболистки проводят сложные комбинации, метко подают мяч, делают обманные маневры. С таким напором сибирячки не справляются и отдают сет оппоненту. Движение к мячу начинается с ноги. Оценка траектории, нога, ноги, ноги под мяч. Не надо тянуть руки, если ты не дошла ногами. Внимательно. Несмотря на то, что 2 выигранными сетами команда Сибири уже обеспечила себе золото игр, играть до победы – дело чести. И в 4-м сете повторяется картина первого. Команды отрываются друг от друга максимум на 1 очко. К концу сета соперники подходят со счетом 24-23. Обстановка напряжена до предела. 23-24, сейчас решающий матч. И возможно, прямо сейчас команда Сибири станет чемпионами игр «Дети Азии» по женскому волейболу. Я вышел немного из кадра. Они побеждают, они берут золото. Команда Сибирского федерального округа. Китаянки лишились шанса на золото. Впереди их ждет игра за бронзу игр. Сибирячки ликуют. Свои эмоции не стесняется скрывать капитан команды Алина Струкова, которая весь матч играла с травмой ноги. Силы мне придавала моя любовь к республике. Я знала, что за нами стоит, что стоит за нашей командой. Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ и, в конце концов, наша страна, Россия. И это придавало неимоверные силы, наверное, и это двигало к победе. Павел Танин, Василий Соловьев, Юрий Филиппов. Дети Азии, Якутск. На финишной прямой битвы интеллектуалов становится короче. Шахматистов покидает терпение и внимание. Поэтому все партии среди 4 лидеров завершились ничьей. Я здесь хотел
хотя бы в тройку попасть. Ну, пока сейчас еще неизвестно, на каком месте я иду. Но до этой партии я в 4-м месте шел. Еще 2 тура осталось. I think that's not very good result for me because I was not. Я не совсем доволен результатом. Я хочу победить, но он достойный соперник. В игре у меня была возможность выиграть, но я допустил ошибку, не прочитал его ход и ничья. После ничьей между транмехтангом и Денисом Сином вьетнамец, не скрывая досады, стремительно удалился из зала, а россиянин, напротив, ликовал. Реакция шахматиста понятна. Денис сравнял счет, когда ситуация была практически патовая. Переломным в этой партии становится 39-й ход, когда Денис решает запустить так называемый механизм вечного шаха. Это ряд таких шахов, от которых король отказаться не может. Именно этот шаг становится решающим, и партия заканчивается ничьей. Понимаете, спастись из почти проигранной ситуации, сделать ничью, это очень хороший результат, можно сказать, удача. Среди парней карты окончательно спутались. Кто станет победителем, не знают даже судьи. Похоже, что золотого медалиста мы узнаем только в последний день соревнований. Розалия Борисова, Андрей Лазарев, Дети Азии, Якутск. В Дохсуне определились боксеры-финалисты. В полуфинальных поединках сошлись бойцы 13 весовых категорий. В первом полуфинале весовой категории до 60 килограммов встретились якутянин Назар Андреев и Константин Гладышко из команды Дальнего Востока. Гладышко удачно сокращал дистанцию, а Андреев успешно контратаковал. В итоге в близком бою победил якутянин. Далее на ринг вышла другая пара легковесов – уралец Глеб Мамаджанов и Ильнур Фаткулин, представляющий Республику Татарстан. Мамаджанов с первого раунда захватил инициативу, хорошо работал на отходах и был намного быстрее Фаткулина. Таким образом, в легкой весовой категории болельщиков ждет российский финал. Назар Андреев из Якутии и Глеб Мамаджанов из Уральского федерального округа разыграют золото игр «Дети Азии». Несмотря на пасмурную ветреную погоду, на стадионе «Юность» собралось довольно большое количество болельщиков, которые пришли поддержать своих футболистов. На поле вышли сборные Сибирского федерального округа и Японии. Уже в первом тайме преемники «Синих самураев», так называют в Европе японских футболистов, забили в ворота сибиряков 2 мяча. Как бы в футболе не разбираюсь, но игра очень понравилась. Мы болеем за японцев. Это наша подшефная организация. Все дружно пришли, поддерживаем. И спортивный дух в коллективе и во всем в жизни. Но японцы, они сами по себе сильные, выносливые. Может, техника у них получше, может, у них школа развита японская по футболу лучше. На зрительных трибунах расположились игроки футбольной команды Дальнего Востока, которые в первый стартовый день проиграли сборной страны восходящего солнца с разгромным счетом 7-1. Может быть, нападающие быстрые. Они все хорошо взаимодействуют, и хорошо играют, техничные. Японцы давили, и Сибирь тоже неплохо играла. Могли свои моменты забить, могли и сравнять что-то, и вперед выйти. Второй тайм заставил поочередно ликовать обе группы поддержки. Первый гол через несколько минут после свистка на счету японских футболистов. А в добавленное время сибирякам удалось вогнать гол престижа в ворота соперников. Итог матча 3-1 в пользу сборной Японии.